Необычное кадровое решение главы Удмуртской республики Александра Бричалова. Сегодня на сессию местного регионального парламента в качестве кандидатуры на пост первого вице-премьера он представил выходца из Коми молодого предпринимателя Александра Свинина. Депутаты проголосовали единогласно. Заметен, Свинину всего 29, но за время своей относительно непродолжительной рабочей биографии он уже успешно поработал в области менеджмента в нескольких частных компаниях, пока не возглавил крупнейший в стране фонд по поддержке некоммерческих организаций. Впрочем, сам сыктывкарец, говоря о лестнице своей гражданской активности, вспоминает учебу в школе. Я прямо избирался, у нас были выборы, и мы очень такую построили интересную выборную кампанию на основе моей интересной фамилии, которую, конечно... Одноклассники наверняка... Одноклассники все агитировали за меня, потому что как раз таки им было интересно и прикольно, что вот как бы человек с фамилией Свинин может стать президентом школы. Ну, вот, и очень легко достаточно я победил, потому что просто мою фамилию легче было запомнить, чем фамилии моих там основных каких-то конкурентов. Вот. А в чем была твоя мотивация участия в этих выборах? Ну, что давал статус президента школы в Коми? На самом деле это давало очень классную историю. Во-первых, можно было меньше ходить на занятия. Я был достаточно такой... Я на отлично закончил школу и там выиграл очень много олимпиад, был лучшим выпускником своего выпуска вот, в той школе, где я учился. Но мне всегда хотелось вот, как бы, ну, поучиться я могу и дома, почитать что-то я могу там вне школы, а во время вот самой учебы можно было, там, я не знаю, придумать какой-нибудь там интересный проект. Также обратим внимание на такой факт. Коми, как кузница инновационных кадров, новый глава Удмуртии стал присматриваться задолго до чиновничьей работы. В 2013-м он был одним из учредителей Народного фронта и уже тогда призывал обратить внимание на Коми. Пример вашего Сыктывкара, да, у вас есть два уникальных предпринимателя. Я считаю, что они по праву входят в топ на самых перспективных предпринимателей России. Это Федя Овчинников и Саша Свинин, соответственно, Додо, Пицца и Смарт Старт, которые не ждут ничьих указаний, деклараций и рекомендаций. Они сами активно работают и создают, формируют среду вокруг себя. Вот я считаю, что Общероссийский народный фронт – это площадка для таких людей, которым не пофигу, что будет завтра, они не пытаются там троллить как-то с площадок там Твиттера, Фейсбука, говоря, что все плохо, все воры, все негодяи. Вот есть люди абсолютно точно, которые настроены позитивно и борются за свои права, и чтобы сделать жизнь лучше. Сегодня сыктывкарца политологи считают человеком наиболее близким к Бричалову в новой команде управленцев Удмуртии. Вместе они работали в опоре России. Имея профессиональное образование в области отбора кадров и опыт по организации публичных мероприятий, именно ему поручено курировать в регионе проектную работу.